Александр Яковлевич, здравствуйте и с приездом. Здравствуйте. Вы у нас на фестивале «Амурская осень». В Хабаровске уже бываете не первый раз. С 80-х годов здесь гастролировали. Вот оцените, пожалуйста, каков наш зритель? Вот говорят, что у нас такая тяжелая публика. Да нет, почему тяжелая? Я вообще как так не выискиваю, какая публика. Каков спектакль, такая публика. Если хороший спектакль интересный, любая публика, она примет это нормально. А если средний спектакль, так вот и прохладно встречают, прохладно провожают. Так что это нормальное явление. Нельзя. Ты виноват. Больше ни публика никогда не виновата. Скажите, пожалуйста, вот вы играете только в тех спектаклях, которые чувствуете душой, да? Отказываетесь от проходных вещей. Хотя проходные вещи, они приносят деньги, также и деньги приносит, например, реклама, да, в которой вы тоже отказываетесь сниматься. Это жизненная позиция, которую никогда не меняете? Наверное. Почему? Наверное, я не зарекаюсь никогда ни от чего, но в принципе, когда предлагают мне что-то такое неведомое для меня, я никогда не соглашаюсь, я должен испытать на себе, все это опробировать, а таких пока не было. Ну, как бы мне предлагали сниматься там в банках, в 3 банках, да, в рекламе. Банк все равно пирамида, так или иначе, все равно не сгорает. Сейчас вот мой коллега там крутится в одном из банков, я не знаю, как отделаться от него. Его крутят и крутят. Я говорю, ну, ты заработал на дачу, заработал какие-то деньги, а мне особенно не надо, их всего не заработаешь. Поэтому лучше спокойненько жить с чистой совестью, вот и все. Некоторые театроведы говорят о том, что театр жив в провинции, что в Москве больше интересуют режиссеров такие новые формы, например, связанные там с обнаженными телами. Офелию играет мужчина, вот такие формы. Вот вы как считаете, есть зерно вот в этих мыслях? Есть. Я вообще сам из провинции, знаю, что такое провинциальный театр. Родился в деревне, в Бурятском поселке в Забайкалье, в Цугульском Дацане, в Читинской области. Поэтому проработал я и 10 лет в Саратовском драмтеатре. Я знаю, что такое работать в провинции, когда количество спектаклей ты увеличиваешь за сезон, потому что надо обновлять постоянно организм театральный. Поэтому то, что там происходит в Москве, меня многое, конечно, очень настораживает, очень много настораживает. Действительно раздевает догола героев, и чеховских, и Островского героев. Ну, это на потребу. Я не люблю этих режиссеров. Они... Ну, карликов не в смысле роста, я так понимаю, а духовности. Духовно, да. Но у них очень большая прыгучесть, они подпрыгивать любят. И подпрыгнут, и утвердят себя, щелкнут по носу, и себя утверждают. Он сказал, я хочу так, как считаю нужным. Ну, это твои проблемы. Так что от таких карликов я убегаю очень. Так. Ну, убегаете вы, а тем не менее другие актеры соглашаются, играют. Это их проблема. Пусть идут. Я знаю, что вы пробовали себя и в политике, баллотировались в Государственную Думу от Забайкалья. Вот планируете в дальнейшем связывать себя с этой стезей? Нет, я продолжаю быть неравнодушен тому, что происходит в политической жизни нашей. Я уже по принципу классика, поэтому может и не быть, а гражданином быть обязан. Поэтому я перефразирую классику, говорю, актером может и не быть, гражданином быть обязан. Поэтому я и бываю, сейчас был в Приднестровье, в Тирасполе, был в Крыму. Это как бы то, что я неравнодушен к этим делам, неравнодушен к нашей проблеме, и я знаю, что такое отечество. Но часть ваших коллег сделала это совершенно наоборот. Повторяю, говорю, Богу Бог, кесарю кесарь, каждому свое. То есть вы, как государство Израиль, держите нейтралитет по отношению к своим коллегам? Нет, я мало общаюсь с ними, меня другие интересуют вещи. Меня интересует Северный полюс, меня интересуют путешествия какие-то. Сейчас Южный готовим полюс. Если я пожму лапу пингвина, буду самым счастливым человеком. Но это какие-то индивидуальные путешествия или в составе Русского географического общества? Ну, это и индивидуальные, и связь с обществом, да. Что черпаете вот в этих поездках? Мне интересно. Мне интересно познавать мир. Мне интересно православная культура, ведическая моя Русь интересна. Поэтому у меня очень довольно широкий спектр знаний, и мне это действительно по-настоящему интересно. Вы пересматриваете свои старые фильмы? Нет. Это случайно, когда посмотришь, что я иногда радуюсь, иногда очень огорчаюсь, чаще огорчаюсь, чем радуюсь, но редко пересматриваю, очень редко.
Обидно, что картины некоторые не выходят на экран. Вот это обидно. Там до сих пор не вышел фильм «Победа», где мы с Мироновым играли, двухсерийная картина. Евгений Семенович Матвеев снимал. Ну, обида не обида, а какая-то такая грусть была, когда кругом море крови и горы трупов, где убить человека все равно, что высморкаться. Вот это сегодня интересует. Я думаю, что дебилизацию делает из нашей молодежи, дебилов просто делает вот эти вот фильмы. Почему этот вопрос задала? Бывшая жена футболиста Аршавина заметила, что когда она была юной и смотрела фильм «Любовь и голуби», она думала, что это комедия, и смеялась до слез. Когда она родила 3 детей, она поняла, что это трагедия, и тоже плакала. Вот вы как оцениваете, что это? Каждому возрасту свои какие-то нравы, свои вкусы. Поэтому, слава богу, что она выросла и поняла, что не только все смешно и можно улыбаться. Я люблю жанр как раз трагикомедии, очень люблю такой жанр. Вы, еще раз напомню, да, нашим телезрителям, в 80-х годах были в Хабаровске, приезжали потом еще частенько сюда. Сейчас успели город посмотреть? Нет. Еще не успели. Вчера приехали, спектакль. А есть такое желание? Конечно, есть. Я все рвусь, когда вот это появится, окна появятся, я приеду, там на Дальний Восток, Хабаровск, Владивосток, почаще, побольше побывать, все съездить. Опять Камчатка, Южно-Сахалинск. Александр Яковлевич, спасибо вам большое. Спасибо вам. Очень приятно было вас увидеть, с вами познакомиться. Спасибо.